В начале совещания кадровые изменения. Указом главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, исполняющий обязанности министра финансов республики Тамерлан Вышегуров, назначен на новую должность. Теперь он еще и заместитель председателя правительства региона. Владимир Сластинин отметил, что Вышегуров на своем примере показывает профессионализм и трудолюбие. В должности министра им делается многое. Определенные показатели говорят о качестве работы. Тамерлан Александрович за эти годы очень много сделал в вопросах финансовых, выстроил отношения хорошие в Минфине. Поэтому статус такой придан для более серьезных решений вопросов и в правительстве Российской Федерации, и в Министерстве финансов. На повестке сегодня 10 вопросов. Часть из них посвящена подготовке к предстоящей 80-й годовщине Победы. В рамках празднования в Ингушетии состоятся определенные мероприятия. Республика готовится ко всероссийской передвижной агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге». В культурной программе планируется выступление ансамбля песни и пляски Южного военного округа на передвижной платформе сцене. Планируется представить выставку «Герои Ингушетии в Великой Отечественной войне», которая будет развернута на вокзале. Это Государственный музей краеведения имени Мойсакова. Празднование Великой Победы в Ингушетии должно пройти достойно, отметил премьер-министр Владимир Сластинин. К 9 мая во всех городах сельских поселениях республики пройдут торжества. Особое внимание по праву уделят городу воинской славы. В Малгобеке уже составлен и согласован план праздничных мероприятий. Дальше идут праздники 28 и 1 мая, несколько подряд мероприятий, которые проводят наши общественные организации и профсоюзные. Поэтому, Игорь Анатольевич, я прошу обеспечить порядок, чтобы был. Всем министерствам поручено ответственно подойти к вопросам подготовки к предстоящему событию. Помимо прочего, в период майских праздников важно обеспечить бесперебойное электро-газоводоснабжение на всей территории республики. Минэнерго было принято решение, сейчас мы до конца недели представим оперативный график дежурства ресурсоснабжающих организаций по обеспечению бесперебойного обеспечения ресурсами. Следующий вопрос повестки – реализация национальных проектов и государственных программ. Собравшимся подробно рассказали, каких показателей удалось добиться отдельным министерствам. Минтруд 23,4% освоили своих средств на текущий год. Минприроды 43%, Минздрав освоил 33%, Минавтодор 25,6%. И Миноборнауки 28,7%. Затронули на еженедельном совещании и вопрос вакцинопрофилактики. В Ингушетии завершился первый тур дополнительной иммунизации от полиомиелита. В рамках массовой прививочной кампании удалось охватить больше 60% детей, подлежащих вакцинации. Работа была организована максимально доступно, чтобы родители не только в поликлинике могли привить детей, но и на дому. Готовимся сейчас ко второму туру массовой профилактики с 12 по 16 мая. В рамках еженедельного совещания также затронули ход весенней призывной кампании, об организации оповещения призывников на срочную службу вооруженные силы России, рассмотрение проектов нормативных правовых актов Ингушетии, о необходимости заблаговременного уведомления соответствующих структур власти о проведениях массовых мероприятий и не только. Рина Цичева, Султан Булгучев, Магаз 24.